Здравствуйте. Ты замечал, что как только выходишь на улицу Ленинскую, как минимум сразу 2-3 знакомых обязательно встретишь? Слушай, это всегда так. И не только, кстати, знакомых. Ты замечала, сколько много иностранных студентов ходит по Ленинской? Особенно студентов из Туркменистана. Да. Кстати, вот мне интересно, как они здесь выживают и как живут. Все-таки наши условия не такие, как в их стране. А еще больше интересно, что они думают о нас, о белорусах, потому что в моем представлении Туркменистан – это такой стандартный стереотипный набор. Это папаха, ковер, что там еще, плов? Кебаб? Кебаб, да. В общем, надо с этим разобраться. Да, пойдем. Знакомьтесь, этих трех красавиц зовут Махым, Патма и Азартач. 4 года назад девочки приехали в Могилев из Туркменистана, чтобы получить высшее образование. Они, как никто другой, знают все о адаптации, культурном шоке и прочих вопросах переезда. Они-то и помогут нам во всем разобраться. Мы сегодня с друзьями встречаемся, чтобы показать свою культуру, свою национальность, свои танцы, свои национальности, украшения и еще туркменское плов. Сегодня мы решили приготовить туркменское плов. Давайте с нами за продуктом. Для нас самый главный рис. Давайте найдем подходящий рис. Ну, рис должен быть средним. Да. Ну это как? Это тоже очень маленький. Давайте попробуем с этой. Мы здесь носим просто джинсы, европейские одежды носим. А в Туркменистане мы все девушки, все женщины носят такие длинные платья. Каждый день? Да, каждый день. Даже все работы, все в школе такие длинные платья носят. Второе по значимости – это мясо. В обычном Могилеве найти говядину очень сложно, редко будет. Поэтому мы купим сейчас курицу. Да. Самое главное, надо быть свежей. Да. Какой будет? Можно один штучек грудка? Да. Один? Да. Пойдет. Соуса? Вот. Мы купили мясо. Теперь нам надо морковь. Да, морковь надо. Когда я приехала здесь, мне очень-очень холодно было. Я чувствовала себя очень плохо. Ну, потом все купила я свою комнату, ковер, такие, холодильник даже. И потом очень нормально было такие. Ну, мне очень нравится здесь. Ну ладно, тогда возьмем вот это. Давайте такие. Все. Луком айдем. Ну, нам еще надо лук, а лук у нас есть в доме. Еще чеснок, мы забыли. Да, нам чеснок надо. Один штук хватит. Нет, наверное, не один штучек, а там 3 или 2. 3 надо? Ну хорошо, да, давай 2 штучки. Хорошо, все. Давайте возьмем переправу. Какой? А это универсальный, вот это. Валя шнала, ладно? Давайте вот это возьмем. Вот теперь. И все. Все. Наша корзина уже готова. Мы идем к кассе и приготовим потом плов. Жизнь в Могилеве очень веселая, мне нравится здесь. Ну, здесь холодно, но все равно мне очень нравится. Здесь люди нормальные. Мы общаемся здесь с белорусской подругой, есть у нас. Ну, мне очень нравится в общем деле. А если про отношения говорить? Про отношения, ну,
Мальчик общается с белорусским девушкам, а мы не общаемся с белорусским мальчиком. Ну, это потому что мы мусульмане, это чуть стыдно будет у нас такие дела. Ну, если родители хотят, я бы хотела здесь остаться. Ну, такие у меня мечты есть. Bravo, perdão, ben molayım. Düşürüyor mu Fatma? А сейчас рубрика «Развеиваем стереотипы». Если вы так же, как и мы, думаете, что каждая девушка из Туркменистана рождается со швейной машинкой в руке, вы ошибаетесь. Это мое личное хобби. Я здесь купила эту машину. Ну, я очень люблю шить. Но люди мне приходят и просят, чтобы шить джинсы и платья и такие вещи. Это правда, что каждая девушка в Туркменистане умеет шить? Но это на самом деле неправда. Ну, я сама сделаю свои вещи, шить, и такие сделаю я сама. У меня на доме такие компьютерные машинка есть, и машинка сделает такие, шить такие платья. Красиво. Спасибо. Сейчас мы приготовим туркменский плов. Сначала мы обжариваем мясо, потом морковь, потом лук. Для плова, наверное, самое главное, надо найти хороший рис. Это очень обязательно, Да, потому что каждого да. риса, отдельный характер есть. Да. Да. Ну, например, если берешь какой-то рис, она возьмет очень много воды, а разные рисы возьмет очень мало воды. А для плова какой нужен рис? Для плова средний надо. Кроме отличных кулинарных способностей, эта девушка еще и поет, пишет стихи, танцует и не боится об этом заявить. В этом году среди участниц конкурса красоты была и Махам Байрамова. Я хотела просто показать свою национальность, свою культуру, свои творческие, кулинарные показать хотела, и поэтому я участвовала. В Туркменистане я тоже участвовала в такие конкурсы, всегда я в детстве тоже такие конкурсы участвовала, всегда, да. Девочки, что вы обычно кушаете каждый день в Могилеве? Что готовите? Ну, мы каждый день кушаем так плов, суп, самсы, пельмени, манты, горохи кушаем. В общем, мы курица и говядина с курицей и говядиной. Такие блюда кушаем. Вы пробовали что-нибудь из нашей национальной кухни? Блинчики, Яички, бляши, да. еще Ну, пиццы салаты, такие. пицца там. И как вам наша кухня? Ну, ваша тоже хорошо, мы любили. Что самое Мне любимое? нравится. Например, я очень люблю бляши. Очень люблю. А с чем? С картофелем, с капустой, с морковью. Там было хорошо. У нас в стране красивая девушка будет очень уваженные такие и длинные, еще натуральные красота у них, больше глаз, длинные волосы такие, например, может будет. Мгм. А вот к косметике как вы относитесь? Ну, косметикой после школы можно красить, а в школе нет, нельзя красить. Если родители разрешают, но красить можно. Если не разрешает, после школы тоже невозможно. Я как вижу, родители тебе разрешают краситься. Да, мне разрешает, потому что я всегда участвую в конкурсе и такие, поэтому мне можно. Вот наш плов уже готово, но сейчас выложим на тарелочку.
домашние есть. Приятного аппетита! На каком языке не скажи, вкус от этого не поменяется. Кстати, он просто сказочный. И если после такого сытного обеда нам захотелось вздремнуть, то у девчонок энергии хоть отбавляй. Красиво, правда? Это кушт дебди, традиционный национальный туркменский танец. Означает это свадебные? Да, после свадьбы эту песню поют все. Поете сегодня? Да. Особенный в Балкане. Да. Там есть море, возле моря есть площадка, там все люди собираются и делают этот танец, очень красиво там. И если вы внимательно слышали, там песни тоже есть звук в море. Вы заметили, как на хрупких и утонченных девушках смотрятся массивные украшения? Между прочим, их вес может быть более 5 килограмм. Это праздничные украшения, когда носим это на празднике, участвуем, когда это носим. Сначала вот это называется браслет, у нас блезик называется, это в руку будем, вот такие будет. Это называется гуляка, свое украшение, такие брошка, которые это маленькие, типа такие стоят такие, а это большие, есть большие тоже есть такие. Ну, это мы праздники носим всегда, ну, такие тяжелые такие у нас, это символ всех туркменов. И это называется гуппа, который корона. Это свадебное украшение, когда в историческом туркменам, когда свадьба была, и такие гуппа носили, корона носила, и невеста носила. А сейчас мы делаем, все девушки носят такие на праздники или на свадьбе, ну, без разницы. Типа он мальчик, а я девушка. Да. Он украл мой браслетик, а я прошу его, чтобы дай мне свой браслет. Да, такие песни. Речь идет о чем? И песня называется «Браслет». Я boyunda duranım yok, okunyayın gerenim yok. Это мне мама подарила. Ну, я очень рада была. Такие сейчас мода в Туркменистане, такие сумки. Очень мода. Все девушки такие сумки пользуются. Но получается, это не только модный подарок, но еще и дорогой твоему сердцу. Ведь его подарила мама. Да, очень дорогой мне. Ну, и сегодня у меня мама день рождения, я хочу очень поздравить. И, ну, желаю всегда быть рядом, но я очень уважаю своих родителей. Скучаешь по ним? Да, очень скучаю. Про семью Махам рассказывает с особым трепетом. И, конечно, скучает. Ведь родные находятся почти за 3000 километров от Могилева, где идет совсем другая жизнь. И она совсем не похожа на нашу. Bağımda gül bolaysan, sayrayan bülbül bolaysan, ödün